В собственной квартире в бушлате. В нем и ходишь, в нем и спишь. Вот сделал отверстие в окне, вывел дымоход, разжечь печь, чтобы дети погрелись. Семья Гаибовых живет в многоквартирном доме в райцентре ВОСЭ. Там, как и во всех районах, отключают электричество. Свет дают утром 2 часа и вечером 2-3. Греется семья от буржуйки. На ней же готовят еду. Дрова покупаем. Мешок стоит 25-35 сомонии. С 7 часов утра, как встаем, света нет. Газа у нас тоже нет. А если покупать, то очень дорого. Не знаем, деньги тратить на отопление или на другие бытовые нужды. Нашей пенсии ни на что не хватает. Вот операцию делала и сижу в таком холоде. В этом году блэкаут коснулся весь Кулябский регион. Отключали свет и в самом городе Куляб. Такая же ситуация в других областях. Это один из махале в Богучонгафуровском районе. Без буржуек местные жители никогда не проводили зиму. У меня дома 2 маленьких внука, в другом нашем доме 6 внуков. Ставили вот такие печи, но дрова сейчас влажные, уголь дорогой, возможностей нет. У нас маленький внук, которому 2 недели. Вот привели домой и уже заболел. В этом году говорили, что ограничений не будет, и вот внезапно начали отключать свет. Отключение света в энергохолдинге страны объясняют проведением ремонтно-профилактических работ на ГЭС, ЛЭП и подстанциях. Хотя еще в конце лета Баркитоджик заявлял, что из-за жаркого климата впервые на реке Вахш воды стало вдвое меньше, а уровень воды на Нурекском водохранилище опустился на 17 метров. В ведомстве обещают восстановить бесперебойную подачу электричества до середины декабря.